Ағай үргесі колесо времени. Амырмынды маны Бурят ФМ радио шавнакшыт. Монодыр буде дурудухи олзанып де маны студияда. Хальмыга ерхын холын әлшін. Нырыты хальмык блогер сыдгулшы Ларин Аранович Илишкин ередвайны. Битан тахан олхыве, ино гуруда хингенді олзамде, хорулдоғымде. Маны хальмык ахыду нұртухы, идейні тухы буде хорулдобде. Тегед монодыр буде дурудухи олзажвайныбде. Буде ордор хорулдыхыпте, юнды выходыры маны әлшімні бурят хылы муғар елғаны, оны елғаны, тегеті муғар елғаны, доғырхыдын буде маны шақнақшытны халмык хылы муғар елғығы жағынан буде орд хылындары хорулдыхыпте мұнодыр. Зе Амырсен Ларин Аранович. Мендут. Ларин Аранович, мы в 4-й раз встречаемся в этой студии Бурят ФМ, чтобы в доступной форме познакомить бурятских слушателей с историей братского калмыцкого народа. Мы хотим порадовать наших слушателей, что они могут не только задавать свои вопросы в Вайбере и в Телеграм по номеру 8 924 457 8908, но и задавать их в прямом эфире на номер 588 30. Итак, Ларин Аранович, в прошлой 3-й передаче вы рассказали о том, как айраты оказались единственными кочевниками позднего Средневековья, которые совершили миграцию из Азии в Европу. И мы выяснили, что уходили айраты не одновременно большим количеством, как многие думают, а несколькими волнами. И вот в этом движении приняли участие 4 главных айратских племени. Давайте напомним их названия. Это Тургут, Дюрют. Затем чуть позже подошли части хашудов. Ну и после уничтожения Джунгарии присоединились еще и джунгары, алеты, части алетов, спасшихся. И вот такая интересная деталь выяснилась. Оказывается, некоторые советские историки писали о том, что основной причиной миграции вот части айратов в земли возле Тибета, вы говорили, часть ушла, другая часть в Россию, была нехватка пастбища для увеличившегося поголовья скота. Но известный бурятский ученый, профессор Шираб Бадиевич Медаржиев, я вот имела честь его знать, он писал, что такая земельная теснота могла только усилить тягу айрат к переселению, что главной причиной была междоусобная борьба как между самими айратскими князьями, так и их борьба с халхасскими княжествами. Насколько вы согласны с бурятским ученым? Ну, в то время в монгольском мире вообще происходили такие политические процессы, которые затрагивали интересы, наверное, всех монголов, и поэтому в монгольском мире тогда активно шла междоусобица, в том числе и среди айратов. Но я еще раз повторюсь, с точки зрения советской историографии, уход калмыков, приход калмыков на Волгу был обусловлен именно вот междоусобицей. Дореволюционные историки в какой-то мере считали это, имели свое мнение. Они говорили о том, что это был целенаправленный план айратов по расширению своих территорий, своего влияния. И я еще раз скажу о том, что айратам необходим был большой оседлый рынок. И более доступный был именно рынок российский. Туда и пошли. Вот вы говорили о том, что позавчера, о том, что вот почему в Сибири на тот момент в Сибири рынок был небольшой. Это были небольшие остроги, крепости и прочее. А основное население, конечно, жило за Волгой, так скажем, на правом берегу Волги. Вот туда и двинулись вот эти орды айратов. То есть тот, про которого мы вчера рассказывали, Хо-Урлюк, сначала они перекочевали в Западную Сибирь, да, давайте вот к географии вернемся. Сначала перекочевали на Западную Сибирь по берегам рек Обь, Иртыш и Тобол. Затем перекочевали в Среднее Поволжье. Вот вы рассказывали, что Хо-Урлюк осадил Самару, чтобы показать свою силу, да, но брать город не стал. А затем, хотя московское правительство им запретило, калмыки спустились к Астрахани, да, и вот в ответ на протест царя Алексея Михайловича, еще отца Петра I, калмыцкий предводитель Хо-Урлюк ему ответил: «Я эту землю с саблей взял». Вот что это означало по понятиям того времени? «Я эту землю с саблей взял». То есть я эту землю отвоевал, значит, она моя. То есть там никого не было. Там не было
русских поселений, не было русских войск. Туда вообще не могли дойти русские, даже купцы туда не доходили. Хотя они доходили до Индии, да? Это были степи никакому обитанию неугодные, как писал академик Лепехин. Там обитали представители Ногайской Орды, татары астраханские, ну, еще какие-то представители каких-то народов. Крымские татары там появлялись и имели какое-то влияние. Поэтому Хоорлюк считал, что он имеет право на эту землю, и ему нет указа кого-либо. Хотя по договору вроде как калмыки были в подданстве России, русского правительства. Тем не менее, Хоорлюк на тот момент и последующие калмыцкие правители вели себя достаточно независимо. Вот если посмотреть по карте, да, по исторической географии, получается, что калмыки, расселяясь, вот кочуя по Поволжью, они взяли под свой контроль торговые пути между русским государством и Средней Азией, так получается. Да? Так всегда бывает. Ведь каждый желает сесть на нефтяную трубу, да, как сейчас. Нефтяная труба того времени, это был шелковый путь и прочие торговые пути между Персией, Турцией и Россией, с юга на север. Вот эти земли и калмыки заняли. То есть стратегическое положение этих земель было очень серьезно на тот момент. Я думаю, что айраты знали, куда шли и зачем шли. Я еще позавчера говорил о том, что нападение на Тарский округ в Сибири, это был сигнал русскому правительству идти на переговоры. И в тот же год они пошли на переговоры, а на следующий год уже айратских послов приняли в Москве. То есть айраты знали, что они делают и как они это делают. Вчера мы подробно с вами разговаривали об отношениях нагайцев с калмыками, да? До этого говорили об отношениях с вашими ближайшими соседями западными на тот момент, с казахами. Вот оказалось, что есть еще такие калмыки-тамуты, которые произошли от смешанных браков с казахами и перешедшие в ислам. Вот они сейчас сохранились, где они живут? Мы о них сейчас ничего не слышим. Они ассимилировались. Наверное, где-то что-то помнят, какие-то свои корни, но как отдельной какой-то этнической группы я не знаю об их существовании. Вчера мы говорили о том, что калмыцкое ханство русским правительством было официально признано в 1664 году. И вот основатель этого ханства Аюка хан был сподвижником Петра I. Можем мы чуть-чуть подробнее об Аюка хане еще рассказать? Вчера мы только начинали вот о нем говорить. Ну, вообще-то, основателем калмыцкого ханства считается Дайчин Иманчак, это дед и отец Аюки хана. То есть официально русское правительство, я даже сказал бы неофициально, а может быть полуофициально признало в 1664 году осенью, да, когда, кстати, тогда был не Аюка, а Манчак, отец Аюки. Тогда русское правительство вручило ему знамя и еще что-то там еще. То есть это было фактически признанием его ханства. Но до того момента Дайчин и Манчак считали уже себя ханами. И Манчак получил печать от Далламы. Ну, как все айратские князья. Как все айратские князья, которые получали от Далламы благословение таким образом, они считались уже ханами. Поэтому с точки зрения волжских айратов, калмыков, то ханство было создано раньше. Может быть, на 10, 15, 20 лет. Но официально, повторюсь, вот русское правительство признало именно Манчака, но в 1664 году. И, кстати, это произошло через 10 лет после Переяславской Рады, возвестившего соединение Украины с Россией. То есть калмыки и украинцы фактически одновременно выступили как основатели нынешнего федеративного устройства российского государства. То есть это были две автономии фактически, первые в России. А сейчас калмыки остались, Украина отошла, калмыки в России остались единственными теми, кто фактически создал вот это федеративное устройство.
Угу. Вот вы говорите первые практически автономии. Давайте напомним, что тогда шла война на Северном Кавказе, и царское правительство именно просило калмыков участвовать в составе русских военных экспедиций на Северном Кавказе. Нет, да? тогда не было еще войны на Кавказе, еще Россия была слишком слаба, чтобы решать какие-то серьезные стратегические, даже тактические задачи в этом регионе. Я напомню, что еще при Иване Грозном 100-тысячная русская армия пыталась завоевать Крым, но даже не дошла. По безводным степям не смогли даже дойти до Крыма. И в тот момент не было такой силы в Москве, которая могла бы решать серьезные задачи в этом регионе. Поэтому этот регион был, гуляй-поле, что называется. И калмыки, завоевав эти территории, фактически предоставили их России. То есть формально калмыки были в подданстве России, значит, эти территории, завоеванные ими, были уже в форматах русского государства. Вчера мы говорили о том, что предводитель калмыков Хо-Урлюк погиб в Кабарде, да, понятно, что вначале отношения были не самые добрососедские, но постепенно они потом перешли в мирное русло, и даже более того, были династические браки. Вот в одном из наших разговоров вы рассказывали о Чагдаржапе, старшем сыне Аюки хана, у которого жена была кумыкская княжна, да, и вот расскажите, пожалуйста, интересный случай вот с Чагдаржапом. Аюка как-то послал сына своего старшего Чагдарджаба, на которого он, кстати, возлагал большие надежды после себя, на Кавказ, решать какие-то военные задачи. Местное население, местная элита, не желая воевать с калмыками, всячески его принимала. Это были кумыки, может, нет? Нет, не обязательно, потому что там династические браки, они же могли в любой момент состояться, когда какие-то представители элиты какой-то этнической решали свои какие-то задачи. Точно я не знаю это место, где это происходило, но история это имеет место быть. Чагдарджаб слишком долго задержался, пировал и прочее, гулял, и не собирался возвращаться. Аюка поступил довольно мудро. Он отправил гонца с мешком полыни, степной полыни. И когда гонец зашел в шатер к Убаши учуял запах родной степи. Не Убаши, Чагдарджаб. Чагдарджаб. И учуял запах степной травы, полыни, и немедленно отдал приказ войскам собираться, возвращаться домой. Угу. Получается, сам Аюка хан тоже был женат на кабардинской княжне, да? Племяннице кабардинского князя, нет? Нет, этот Данду Камбо, внук Аюки, был женат на кабардинской княжне Джан. О которой мы уже вчера говорили. Да, о котором мы говорили, да. Угу. Вот в связи с этим, как на калмыцком называются соседние народы кавказские? Вот особенно про чеченцев интересно, потому что одно время в Бурятии ходила версия, что чечен, слово монгольского происхождения, от слова сысын, умный. Знаете, там много версий, чеченцы сами об этом что-то говорили, якобы там в монгольском языке есть такое слово, которое означает какой-то цветок, который не гибнет даже. В общем, версии достаточно такого дворового уровня все это. Естественно, что никакого отношения к этому не имеет, это чисто русское слово чечен, потому что по-чеченски чеченец нохчи. А чечен это, видимо, слышали нохчи, да? И русский там, чечен там говорили, там, я не знаю. Никакого отношения к монголам не имеет. Представьте, 13 век, откуда-то, да, очень много этнических групп, которые ныне живущих на Кавказе, тогда вообще не было. Угу. Скажите мне хоть один источник, где в то время жили аварцы, чеченцы, там, ингуши или представители других народов в 13 веке, когда там СУБД прошелся. Не было. Тогда было Абхазское царство, да. Тогда, я не знаю, наверное, были
На Северном Кавказе еще, по-моему, даже не жили тогда представители вот нынешних северокавказских народов. Многих тогда, наверное, и не было. Может быть, были, но под другим названием. Поэтому я считаю, что это абсолютные слухи. И откуда это все произошло? Вообще калмыки все... Если бы это было на самом деле, то калмыки, как монголоязычный народ, уже знали бы, куда они пришли, кто там живет. И знали бы, кого как называют. Но калмыки всех кавказцев называли черкес. Угу. Всех. И это было вплоть до, наверное, вот до советского времени, вплоть даже до после возвращения из сибирской ссылки. Угу. А как калмыки называют татар, например, крымских? Мангот. Мангот? Угу. Интересно. Говоря вот о крымских татарах, получается, очень много калмыцких войск воевало вместе с российским войском с крымскими татарами. Вот скажите, почему вот такой вопрос, может, нет историка, вот калмыки не приняли сторону крымских татар и стоявших за ними турок? Ну, интересы калмыков очень были тесно связаны с Россией. Я еще раз говорю, рынок, очень жалование, помощь оружием и прочее. Для решения каких-то своих интересов, своих задач стратегических, тактических, иметь такого как политического спонсора, как большая Россия, да, пусть она даже в тот момент была не такая мощная, тем не менее, такой большой оседлый сосед, было очень хорошо. У крымские татары же опирались на другую силу, на Турцию. И вот в этом регионе сходились интересы России и Турции. А значит, сходились интересы и калмыков, и крымских татар. Очень ошибочно полагать, что калмыки или крымские татары слепо выполняли волю одни России, другие Турции. Нет, у них были свои интересы в этом регионе. И эти интересы совпадали именно с интересами Турции у крымских татар и у калмыков с интересами России. Поэтому все разговоры о том, что там выполняли чью-то волю кто-то, это несерьезно вообще. Угу. Какие были интересы у калмыков тогда, получается, кроме приобретения обширных пастбищ? Естественно, что обезопасить свое ханство, естественно, что развиваться и расширять свои территории. Когда чувствуешь свою силу, всегда хочется развития. И айраты, и калмыки, волжские айраты, калмыки этим пользовались. Естественно, что за любые пастбища, за любые земли, тем более на территории, где мало воды, естественно, всегда будут столкновения. И калмыки, как вновь прибывшие, они поставили свои условия. Либо подчиняетесь, либо будете вытеснены или уничтожены. На тот момент военная мощь калмыков позволяла это так заявлять. Вы вчера рассказывали о том, как Петр I лично встречался с ханом Аюкой. Да, и вот можно ли сказать, что при Петре I калмыцкое войско стало составной частью российской армии? Нет. Я думаю, что до ухода калмыков в 1771 году нельзя говорить о том, что калмыцкие воинские формирования были частью русской армии. Калмыкия была достаточно независимым государством, фактически. Калмыцкое ханство. И со своей армией, со своим судом, я уже об этом говорил, со своим внутренним распорядком. Поэтому вряд ли можно говорить о том, что калмыцкие войска были составной частью российской. Тот же Петр I, он просил Аюку. Не приказывал, а просил. Не было таких, не помню, чтобы были такие указы выделить вот столько-то войск. Не было. Допустим, во второй персидский поход Петр I лично встречался в районе Саратова с Аюкой ханом на Императорской галерее, да, на Волге. И тогда они, помимо всего прочего, обсуждали вопросы будущего преемника Аюки. Но Аюка дипломатично, естественно, с главой государства советовался. Хотя, наверное, он сам уже видел своего преемника сам. Тем не менее, дипломатический протокол предусматривал вот именно такие сношения.
И также там обсуждался вопрос выделения войск, калмыцких войск для персидского похода. Об этом такие встречи говорят о том, что действительно калмыцкие войска не были в составе русской армии. Угу. Напоминаем нашим слушателям, что они могут задавать свои вопросы в прямом эфире. У нас в гостях калмыцкий блогер, известный журналист Ларин Аранович Илишкин. Задавайте свои вопросы по телефону 588-300. Или же вы можете написать свои вопросы в Viber и Telegram Бурят ФМ по номеру 8-924-457-8908. Пока, Ларин Аранович, вам следующий вопрос. Вот есть факт, что в период восстания Степана Разина часть калмыков примкнула к нему. Вот интересно, почему они поддержали именно повстанца Разина? Знаете, любое общество, оно всегда разношерстное. Естественно, были кто-то недовольный своим положением под каким-то наёном или зайсангом. Естественно, кто-то хотел воли. Наверное, в каждом народе есть свои какие-то разбойники или прочие. Наверное, они увидели то, что, наверное, можно каким-то образом изменить свою жизнь, там, поживиться или что-то такое, и примкнули вот к восстанию Разина. Ведь не секрет же, что там было очень много разбойников и прочее. Я скажу, что до того, во время восстания Болотникова, именно Болотникова Чагдарджаб задержал, сына Юки. Болотникова задержал Чагдарджаб? Да. Ого. Но это малоизвестный факт. Поэтому те калмыки, которые были в составе вот восставших, было очень мало. В основном все поддерживались ханской власти. Угу. Еще раз тогда напомним, что мы в прямом эфире. Вопросы вы задаете по телефону 588-300. И прежде чем мы перейдем к тому, что после кончины первого калмыцкого хана, вернее, вы говорили, что Аюка хан просто один из самых первых великих в калмыцком ханстве, началась борьба за власть. Давайте мы расскажем, кто одержал в ней победу, почему, а перед этим мы послушаем одну очень известную калмыцкую песню.
Прекрасная песня. Ларий Наранович, как называется эта песня? Кто ее поет? О чем она? Туджи. Нара Шалханова поет, наша известная певица. Туджи в переводе с калмыцкого означает история. Угу. О чем поется в этой песне? Об истории. Как раз о том, о чем мы говорим, да, сегодня. Ага, к сожалению, мы пропустили один звонок от нашего слушателя во время этой песни. Мы просим нашего слушателя перезвонить нам. Телефон 588-300. И также напоминаю, телефон Viber и в Telegram, куда вы можете написать свои вопросы, 8-924-457-8908. В гостях у нас известный калмыцкий блогер и журналист Ларий Наранович Илишкин. Итак, Ларий Наранович, мы с вами остановились перед перерывом на песню на том, что после кончины первого калмыцкого хана Аюки в ханстве началась борьба за власть. Вот кто одержал в ней победу и почему? Внук Аюки хана Дандукамбо в итоге одержал, но сначала он, конечно, проигрывал, поскольку там было вмешательство русских властей. И я позавчера говорил о том, что он отступил на Кавказ с частью, со своим улусом. Но в 1635 году намечалась очередная русско-турецкая война, и русское правительство было очень заинтересовано в военной мощи калмыков. Поэтому тот наместник, которого они определили, крещенный калмык, один из братьев Дункамбо, он их не устраивал. Им нужен был сильный правитель, который сможет организовать военную мощь калмыков. И они вынуждены были признать все-таки Дандукамбо сначала наместником, а позже ханом. И Дандукамбо оправдал надежды, освободил Кубань от турок, разрушил все их крепости турецкие и тем самым укрепил свой авторитет у центральной власти. Он был женат на кабардинской княжне Джан, и уже после его смерти вспыхнула очередная борьба за власть, в которой активное участие приняла как раз его супруга кабардинская, которая метила на трон своего сына Рандула от Дандукамбо. В итоге она проиграла, и русское правительство вынуждено было ее забрать в Петербург, да, где ее дети стали основателями знаменитой русской династии Донурковых-Корсаковых. Угу. А вот к моменту правления Екатерины II кто возглавлял калмыцкое ханство? Ну, я уже говорил о том, что упоминал как-то про Дандук-Даши, при котором 20 лет калмыки не воевали, и ханство расцвело тоже. Почему? Потому что войны все-таки забирают много сил, энергии и ресурсов. Дандук-Даши тем и популярен среди калмыков, кто знает историю, именно тем, что прекратил эти все войны и прочее. То есть при нем люди отдохнули, да, от войн, от распри. И его сын Нубуши-хан после его смерти возглавил ханство, 18-летний, совсем юный. И при нем произошли те события, о которых мы сегодня должны поговорить. Да. Сегодня мы большей частью будем говорить о таком большом периоде, достаточно трагичном периоде в калмыцкой истории. Это об уходе калмыков обратно в Западную Монголию с приволжских степей. И это началось правление Екатерины II. Ларий Наранович, какие предпосылки и причины были к уходу калмыков обратно в Западную Монголию? С усилением мощи российского государства стали обнажаться противоречия между калмыцким ханством и Россией. То есть, как любое сильное государство, Россия стремилась к жесткой централизации. Да? Самодержавие не терпело каких-либо автономий, даже национальных элит, так скажем. И естественно, что Екатерина все больше и больше стала вмешиваться в внутренние дела калмыцкого ханства, что, естественно, вызывало недовольство калмыцкой элиты. Хотя, в принципе, тема ухода калмыков с Волги, она не новая была на тот момент. И раньше калмыцкие
тайши, князья, недовольные своими неудачами или какими-то решениями русского правительства, не пересекавшимися с интересами вот, элиты калмыцкой, они были настроены на уход. Допустим, если можно вспомнить 1745-47 годы, да, когда очень многие тайши были настроены на уход из России именно из-за того, что очень много русских переселенцев стало появляться на территории калмыцкого ханства. То есть русское правительство стало все больше и больше переселять крестьян на земли, которые принадлежали калмыкам. И это было ханство уже не периода Уйки, где они могли сжечь эти русские села и прочее безнаказанно. А теперь это была уже другая абсолютно ситуация, когда элита вынуждена была терпеть вот эти вот для себя неудобства, естественно, видеть в этом угрозу своей самостоятельности, своей широким автономным правам. Катализатором вот поступило, дошло до того, что, пользуясь тем, что хан был совсем молодой, Екатерина навязала ему, как это называлось, почетный эскорт, эскадрон гусар при его ставке, что для любого калмыцкого хана являлось прямым оскорблением. И естественно, что Убажи-хан и элита, часть элиты, уже вынашивали реальные планы ухода. Потому что, особенно после уничтожения Джунгарского ханства, калмыцкая элита полагала, что на тех землях уже не осталось маджора китайских войск, слабые гарнизоны, которые можно легко обезоружить или уничтожить. И калмыцкая элита считала, что на тех землях они сохранят свою самостоятельность. Поэтому уже пошли конкретные разговоры об уходе. Немаловажную роль в уходе калмыков сыграло вот активное вмешательство в религиозных делах. То есть активные попытки христианизации калмыцкого населения, что вызывало крайне негативную реакцию у всех калмыков. Поэтому призыв к уходу все калмыки восприняли положительно, так скажем. И в 1771 году, 4 января, Убажи-хан собрал наёнов зайсангов, не помню в каком урочище, и объявил, что Екатерина II требует родственников хана и еще 10 тысяч калмыков, как это называется, как заложников, да, к себе. То есть это ни один калмыцкий наён не мог стерпеть. До того, примерно за 3 года до ухода, Убажи-хан тайно дал указание женщинам не беременеть, чтобы в походе не было с новорожденных, да, с новорожденными было тяжело идти. И о выселении, о переходе калмыков, которым в истории назван пыльный переход. Вот я сейчас процитирую, это недолго. Историков тех лет. Самым достоверным и беспристрастным известием о побеге калмыков обязаны мы отцу Иокинфу, коего глубокие познания и добросовестные труды разлили столь яркий свет на сношение наши с Востоком. С благодарностью помещаем здесь сообщенный им отрывок из неизданной еще его книги о калмыках. Нет сомнения в том, что Убаши и Сырын предприняли возвратиться на родину по предварительному сношению с алтайскими своими единоплеменниками. Но это имеется в виду джунгары, исполненными ненависти к Китаю. Они, вероятно, думали и то, что сия держава по покорению Джунгарии вызвала оттуда свои войска обратно
а в Или и Тарбагатае оставила слабые гарнизоны, которые соединенными силами легко будет вытеснить в переходе же через земли киргиз-кайсаков, ну, казахов. Тем не менее, предполагали опасности, что сии хищники, отважные пред купеческими караванами, всегда трепетали при одном взгляде на калмыцкое вооружение. То есть они не боялись казахов вообще. Одним словом, калмыки в мыслях своих представляли, что сей путь будет для них, как прежде всего всегда было, приятной прогулкой от песчаных равнин Волги и Урала до гористых вершин Иртыша. Но случилось совсем противно, ибо встретились такие обстоятельства, которые были вне всех предположений. То есть вот что современники писали об уходе калмыков. То есть калмыки абсолютно не видели каких-то проблем. Они шли отвоевывать Джунгарию, уничтоженную к тому времени цинскими войсками, и были полны уверенности, что это у них получится. Но переход показал абсолютно обратное. Ну, вы процитировали великого ученого Иоакинфа Бичурина, не совсем современник тех лет, он жил в одно время с Пушкиным. Да, и для наших жителей Бурятии будет интересно, что этот великий ученый-монах Иоакинф Бичурин, он основал первую в России русско-китайскую школу у нас в Кяхте. Он один из основателей, основатель российского китаеведения. Ларри Наранович, вы сейчас упомянули вместе с Убашиханом, вот в цитате еще Цирен. А кто это был Цирен? Цирен они пишут. Цирен. Ну, это... Кстати, об уходе долгое время знали только, вот, кстати, Убашин и Цирен. Цирен — это вот из Джунгар, спасшийся после уничтожения Джунгарии и прибывший на Волгу на Йон, к Убаши. И он сыграл такую вот тоже большую роль в уходе, потому что он очень много говорил, убеждал Убаши идти и отвоевать эти земли. Ага, идти обратно, да? Ага, вот вы много раз говорите Найоны, Засанги, Зайсанги. Давайте для слушателей мы более подробно расскажем. Структура такая на тот момент калмыцкого ханства. Кто такие были Найоны, Зайсанги? Найоны — это князья, Зайсанги чуть ниже рангом, ну, это, можно сказать, граф или как там можно называть, да? Они избирались или это по наследству? Нет, это по наследству, это аристократическое, это по крови. Ну, это как у бурят было. И также есть такой титул Тайша. Он тоже был у калмыков. Тайши, ну так можно и Найонами Тайши назвать, это в принципе равнозначно. Хорошо. Еще раз, вот поразила меня вот эта ваша как бы цитата о том, что 3 года женщинам не рожать, да? И получается, это неокуснительно соблюдалось, и 3 года к этому готовилась. Наверное, не все соблюдали как-то, да, наверное, по версии некоторых историков такое указание было. Но, естественно, оно не могло быть громогласным, да? Все делалось в тайне, да? Поэтому, как бы, тут многие нюансы. Очень много, кстати, при переходе очень много калмыцких детей попало в руки русских казаков. И они потом были отправлены в столицу. Тогда мода была на калмыцких детей. Почему? Не знаю, вот здесь в семьях держали как я не знаю, прислуга. Что-то между. Вот вроде как, наверное, азиатка, одетая вот эти в дорогие какие-то аристократические одежды, да, маленькая азиатка, как вы сейчас сказали, прикольно, да? И, таким образом, кстати, Федор Калмык, знаменитый художник, попал маленьким. Он говорит, что он маленьким попал. Он ничего не помнит, но прекрасно, говорит, помнил лицо мамы, еще калмычки. Вы про кого сейчас говорите? Это был Федор Калмык, такой известный художник, который был также попал при переходе. Видимо, казаки все-таки их подобрали. Очень много отставало же по пути. Его маленького отправили в Петербург. Там он попал в аристократическую семью. Затем он был подарен каким-то дворянам в Германии, где он выучился на художника. И вот протестантская церковь в Карлсруе, в городе в Германии, именно все, что там нарисовано, это нарисовано руками вот этого Федора Калмыка.
И потом он переехал в Рим там какое-то время. Он в Риме считался одним из лучших не художников, вот мастеров литографии. Потом он участвовал в археологических раскопках в Греции, где делал зарисовки вот всех этих памятников. В общем, в Европе он достаточно известная личность на тот момент была. Вот он из таких вот попавших, не ушедших в Джунгарию, а вот попавших по пути к русским казакам. Кстати, в его воспоминаниях есть такой интересный случай, когда где-то в Италии, в Альпах где-то, через городок проходили всадники калмыцкие в составе суворовских войск. И он генетически почувствовал, что они калмыки. И он пишет, что он не смог подойти, потому что не знал языка, но кровь почувствовала это, и он пошел в кабак и напился с горя. Но он почувствовал, что это сородичи. Угу. Так, ну мы с вами опять вперед забежали. Давайте вернемся к периоду подготовки, значит, к исходу обратно в Западную Монголию калмыцкого ханства под предводительством Убаши-хана. Сколько на тот момент было лет Убаши-хану? Ну, совсем молодой, я же говорю, он пришел к власти своим молодым, 18 лет, тогда ему было уже, ну, не знаю, 20 с чем-то, может быть. Ну, в любом случае, был он очень молодой. Совсем молодой. В чем еще подготовка заключалась? Понятно, что там готовили коней, да, съестные припасы. Впереди шли разведка, наверное, все равно. Вот как это выглядела дорога? Ну, я вот подробно этим вопросом не занимался, но я знаю, что, допустим, калмыки очень сильно торопились, поскольку Екатерина достраивала вот эту оборонительную линию по Яику, да, где крепости и прочее. И если бы она ее достроила, то калмыков вообще выход был бы закрыт, да, на восток. Поэтому очень сильно торопились. И вот 4 января Убаши-хан собрал наёнов и объявил об этом, о том, что вот требует центральная власть заложников. И 5 января, на следующий день, уже Зайсанг Санжи-Царин атаковал лагерь капитана Дудина, вот этот лагерь, который был при Бушхане. Это послужило сигналом к откачевке. И калмыки пошли в степь. Разрушили 2 крепости, несколько укрепрайонов и прорвались в степь и пошли. Вот представьте, да, оттуда шли 30 лет, туда шли меньше года. Но оттуда же они шли через Западную Сибирь, не спеша. Они не спеша шли, о чем и речь говорю. А тут приходилось... Естественно, русские войска бросились в погоню, калмыки каким-то образом уходили, русские объединились с казахами, и, в общем, калмыки попали в очень тяжелое положение. Постоянные атаки казахов со всех сторон, отставшие вынуждены были отбиваться с флангов, еще русские войска на пятки наступали, в общем, еще с Коджем, дети и прочее. И вот весной следующего 1772 года калмыки были заперты на северном берегу Балхаша. Со всех сторон казахская орда окружила. Очень много там погибло. Очень много погибло именно во время этого противостояния, именно от болезней и дизентерии и прочие болезни. Очень много тогда погибло от голода, потому что зиму пришлось там казахской степи, да, получается? Да, но тогда она не была казахской. Балхаш, это была территория Джунгарии, но Джунгария была уничтожена к тому времени, и там уже казахи как бы стали заселяться. Естественно, когда калмыки шли, они думали, что эти земли они легко обратно заберут. Но получилось так, что атакованные со всех сторон, они потеряли очень много людей. Убаши-хану дали 3 дня на раздумье, чтобы он сдался. Убаши-хан взял это время на раздумье. За это время он перебросил войска на другой фланг, велел бросить безлошадных и больных, и ударил, и прорвался, и пошел в сторону современной китайской границы.
И из дошедших, из 200 или 1000 дошло вряд ли больше 70 тысяч. Угу. Почему этот поход называют пыльным? Вот потому что он вот шел по степям. И такая куча пыли стояла, да? И когда они прибыли на границу, их встретили маньчжуры китайские загранотряды, и также дали 3 суток Убышхану на раздумье. Убышхан уже видел, что уже сил не хватает для дальнейших боевых действий. Поясните здесь, а почему они дали 3 дня на раздумье? Разве маньчжурскому Китаю не было выгодно, что обратно пришли? Но они же видели, что ты сдаешься или ты идешь с нами воевать. Угу. И после 3 суток Убышхан отдал свою саблю. Угу. То есть полное подчинение маньчжурам. Маньчжуры в ответ очень сильно помогли тогда. Юртами, скотом и прочее расселили, да, они встретили их как, раз ты сдаешься, значит, вот. Это тоже своего рода политика, ведь они до сих пор же обыгрывают эту тему в Китае. Угу. У них даже сейчас целые сериалы сняты про уход Убышхана из России. И кто играет в этом сериале? Кстати, там вот они правдоподобно снимают в том плане, что каждый актер говорит на том языке, кого он играет. То есть, если это айраты и калмыки, они говорят на айрат-калмыцком языке. Актеры. Это, видимо, из Синьцзяня, с Кукунора взятые. Если это играют русские, то это русские актеры, и они на русском говорят. То есть они максимально правдоподобно сделали сюжет, и в конце я видел финальную часть этого фильма, как калмыки приходят в Китай, в Синьцзянь, и такие счастливые, значит, пропагандистский фильм. К сожалению, в России такие фильмы не снимают. То есть во всем, я уже говорил про Тудо-Бичик, проигрываем, и тут же здесь тоже проигрываем, да? То есть маньчжуры почему приняли тогда калмыков с посветными объятиями? Если ты с нами не воюешь, значит, ты к нам пришел. Эту тему можно легко обыграть. Видите, какие мы хорошие? Ведь он оттуда... Ведь в то время Россия и Китай боролись за влияние, в том числе и в Центральной Азии, в Сибири. И это был очень сильный пропагандистский шаг. Я хотел бы сказать такую вещь. Во время сидения на Балхаше Убышхан тогда велел бросить больных и безлошадных прорываться, да? Тем самым хотел спасти оставшихся. Я об этом уже говорил и хочу повторить еще раз. Был такой Найон Тайджи, который мог бы сам уйти на лошадях, но он спешился и вывел 5000 безлошадных из окружения. Каким-то образом по степям смог это сделать. Вот таким надо памятники ставить. Мы про них почему-то забываем. Он вышел из окружения и все-таки вернулся в Джунгарию? Да, он в Джунгарию дошел, но он вывел 5000, они не попали в плен. Они выжили. А хотя мог тоже с лошадьми уйти, на лошадях. Он был Найон Зайсан? Да, он был аристократических кровей. Он, в общем, в свой улус он вывел своих людей. Так, про сидение на Балхаше вы уже сказали, а вот есть такая песня калмыцкая «Ахтубынгол». Она появилась в те времена, вот речь идет об Актюбинске или Нет, об Ахтубе? Она появилась позже, конечно, но она именно о тех землях, где жили калмыки. Ведь калмыки живут и до сих пор там, в современной Астраханской области. Их мало, правда, но основная территория ханства была именно вот между речью Волгой и Уралом. И Ахтуба как раз протекает параллельно вот между Волгой и Уралом. И там соединены даже с Волгой и Эриками. Я вот предлагаю послушать нашим слушателям эту песню «Ахтубынгол» и напомнить, что не надо путать с городом Актюбинском в Казахстане, да? Эта местность Ахтуба находится в Астраханской области сейчас. Часть реки протекает по современному Казахстану, часть по Астраханской области. Напомню, все эта территория раньше была Калмыцким ханством. Давайте послушаем песню об этой местности «Ахтубынгол».
Ахчубин голene юсаня, алай юсаня, агета ханлай цеден, зокамшта, лай зокамшта, агета ханлай цеден, зокамшта, лай зокамшта. Аммар ялай негеме, чамлагане хэмине, аммар хады сусын, гилевы, гилевы, аммар хады сусын, гилевы, гилевы. Ялай шовудын, цугалар дегле билеле. Ителег ялай шовудын, цугалар дегле билеле. Ирехене санале бахиня, ала бахиня, Celine usany, çalçagla, ay çalçagla. Celine usany, çalçagla, ay çalçagla. Çirgelsene volana, usanya, alay usanya. Чахриганы хаят, зоксалава, зоксалав. Чахриганы хаят, зоксалава, зоксалав. Чирганы завланга хойраганы, Çamtağanı huvasın, gileve, gileve. Çamtağanı huvasın, gileve, gileve. Сагэ Ырьеса. Колесо времени. Прозвучала народная песня «Ахтубынгол» в исполнении Лиджи Горяева. Я вот хочу напомнить нашим радиослушателям, что Лиджи Горяев — это молодой, очень известный калмыцкий певец. Он часто бывал у нас в Бурятии. В составе, вот помните, был такой проект «Хамак Монгол». К нам приезжали в Бурятию Лиджи Горяев и из Тувы певец. И придумал этот проект «Хамак Монгол». Это известный монгольский певец, депутат Великого Хурала. Самандын Жавхлан. Самандын Жавхлан. Оказалось, он тоже айрат, да, по происхождению? Да, он из тюркского племени. Ага. Вот раз мы заговорили об Ахтубынгол, можете, вот вы сейчас тоже интересные факты нам рассказали, говоря об исходе калмыков обратно в Западную Монголию, о том, что Балхаш на тот момент тоже входил в состав Джунгарии. Вот можете напомнить нам границы Джунгарии и границы калмыцкого ханства? Ну вот примерно они проходили где-то вот на тот момент, в период рассвета, где-то посередине современного Казахстана. Туда-сюда ходили из Джунгарии, переселялись из калмыцкого ханства в Джунгарию, переселялись спокойно. Как утверждают некоторые ученые, там, ну, наёны со свитой там 200 человек ходили. То есть вообще абсолютно не опасаясь кого-либо. То есть как внутренние территории были. Я напомню, что именно
завод по производству пушек, первый у кочевых народов, он был построен на озере Балхаш. То есть это, айраты считали это своей территорией. Вряд ли они будут строить завод по производству вооружений в опасной зоне. Они считали это глубокой своей территорией. И я был там в 70 километров к северу от Алматы. Есть место, где есть скала на берегу реки Или, в которой выбиты изображения Будд. И на тибетском, и на вот Удобичик, старокалмыцком молитвы выбиты. Это все сохранилось. Это джунгарский период. То есть это все бережно сохраняется, да, там? Ну, там пока сохраняется. Хотя попытки, я видел там попытки, дурачков везде хватает. Попытки я видел, там, значит, пытались облить мазутом эту скалу, там кто-то там. Я этим людям не завидую, их будущему, когда святые места таким образом пытаешься осквернить, завидовать людям нечем. Там я видел буддийские флажки висят. Я еще спросил, а кто же за этим ухаживает? Он говорит, а здесь буряты в Алмате живут. Буряты ухаживают тоже. Это, получается, сколько километров от Алматы? 70. Ага. Напоминаю, наш телефон для прямого эфира 588-300. Вайбер и в Телеграм по номеру 8-924-457-8908. Мы ждем ваших звонков, ваших вопросов нашему гостю из Калмыкии Ларе Нарановичу Илишкину. Ларин Наранович, вот вы еще упомянули река Или, вы говорите, да, и упомянули там такую местность, как Тарбагатай. Я хочу слушателям нашим сказать, что это не наш Тарбагатайский район, не в Бурятии, а в Казахстане есть тоже свой Тарбагатайский район, да? И даже по названию видно, что это название монгольское. Да, Тарбагатай — это уже историческая территория, еще с древности монголы называли Тарбагатай. Кстати, тарбагатайские киргизы, они буддисты. Там живут киргизы? Да, есть киргизы, которых называют тарбагатайские. Они вот ходят в киргизской одежде национальной, они буддисты. А почему они буддисты? Они в период Джунгарии приняли буддизм еще. В период влияния Джунгарии они приняли буддизм. И даже сейчас они являются буддистами? Сейчас они, да. Вы там тоже бывали, с ними разговаривали? С ними нет. Я был в Киргизии, у калмыков мусульман, но с киргизами и буддистами я не разговаривал. Теперь нам осталось туда еще съездить и действительно посмотреть на тарбагатайских киргизов. Очень интересно. Я почему-то думала, что это район в Казахстане тарбагатайский. Была уверена. Нет, и в Казахстане Тарбагатай, и в Киргизии, и в Синьцзяне, говорят, есть какой-то Тарбагатай. Но я точно не могу вам сказать. Но, может быть, они выходцы оттуда, поэтому их так называют. Да, давайте послушаем. В прямом эфире у нас звонок. Алло. Алло. Сэмбэно. Ага. Вас просят несколько слов сказать о Кирсане Люмжинове. Вас просят несколько слов рассказать о Кирсане Люмжинове, бабушка. Кирсан Илюмжинов точно не уходил в 1771 году. Бабушка опередила. Может быть, из какого он рода, племени? Он из... Род я его не знаю, но из племени он Бузав, это донские калмыки. Я уже говорил, что Бузавы состоят из всех айрат-калмыцких родов и племен, живущих на Волге. Вот этим Бузавы уникальные. Какого рода точно я не знаю. Но это первый президент Калмыкии, президент ФИДЕ и бывший. Был в руководстве республики 17 лет. Я думаю, мы об этом более подробно поговорим, когда придет очередь я не знаю, я не знаю, что бабушка хотела услышать. Чем он сейчас занимается? Давайте это уже бурятским слушателям. Я честно говорю, я не знаю. Я с ним последний раз общался, может быть, лет 10 назад, может быть. Ладно, я думаю, что мы хотя бы частично ответили на этот вопрос, но я хочу нашим слушателям сказать, что о современности мы попозже, конечно, поговорим. Сейчас мы перешли к тому периоду истории, тоже одной из самых трагичных страниц в истории нашего братского калмыцкого народа, о их уходе обратно в Западную Монголию из Калмыкии. Еще один звонок поступил к нам в прямой эфир. Пожалуйста, алло. Здравствуйте. Здравствуйте.
хотелось бы услышать, я в свое время прочитал сочинение калмыцкого о походе Батыя на Русь и Европу. Там сказано, что в этом участвовало 11 чингизидов, каждый с своим туманом. Вы можете перечислить этих чингизидов и этого сочинения? Угу. Ваш вопрос звучит так, чтобы наш гость перечислил чингисидов, которые шли вместе с Батыем в западный поход. Я правильно понимаю? Так. Да, я не знаю, как это вообще соотносится вот с нынешней темой, да, разговора. Я не могу назвать у всех 11 чингизидов. Там среди них калмыков не было, потому что калмыков тогда еще не существовало, да. Я знаю, что Гучи-хан был, потом он покинул Батыя и, узнав, что там Гуюк-хан, вернее, и узнав, что будут выборы хана в Монголию, он вернулся со своими 40 тысячами на историческую родину, да? Каракарум. Да, в Каракарум, фактически бросив Батыя. Но я не могу назвать, кто из 11 чингизидов, я вообще не в теме в этой, если честно. И я сегодня, сейчас вот какая-то другая тема немножко. Да. Потом хотелось бы услышать, кто автор этого сочинения? Вам интересен автор этого сочинения? Я не знаю, кто автор этого сочинения. Вы говорите, наверное, об Эренджан Харадаван, у него есть книга. Эренджан Харадаван, нет, да. Нет, совсем другой, современный автор. Калмыцкий? Калмыцкий, это не Басхаев фамилия у него? Да, я что-то не запомнил. Нет, к сожалению, я, к сожалению, не читал о походе Батыя в Европу калмыцкого автора. Честно говоря, я даже не могу представить вообще, о каком это речь. Ну, хорошо. Спасибо вам за звонок. Я напоминаю слушателям, что мы говорим об истории именно калмыцкого народа. И говорим мы по хронологии постепенно, и 4-я передача посвящена именно возвращению калмыков с Поволжья в Западную Монголию, как они проходили через казахские степи. Вот мы сегодня это узнали. Пожалуйста, постарайтесь задавать нам вопросы по теме сегодняшнего эфира. Ну, а мы продолжаем. И, Ларри Наранович, я бы хотела вас дальше попросить более подробно рассказать о Убаши-хане, потому что я помню, что когда была в Элисте, там есть ему памятник, да? Ну, подробно говорить об Убаши-хане вообще, во-первых, я не вижу смысла, да, о нем что-то много говорить. Почему? Потому что вообще он был очень молодой, и умер он молодой, потом на территории Китая. И, в принципе, все, что о нем известно, это благодаря тому, что он увел большую часть калмыков из России. Да? На тот момент можно, конечно, их понять. Кто-то может осуждать. Кто-то может осуждать, кто-то может быть на стороне Убаши-хана. Ну, то, что случилось, свершилось, то свершилось. На Вайбер поступил звонок. Звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Здрасте. Здравствуйте. Очень интересная передача. Большое спасибо Маре Нарановичу и вам, ведущим. Ларри. Я прямо просто как школьница, не отрываясь, слушаю эту историю. Просто замечательно. Мы вот эту историю мы ведь не знаем, как бы в школьной программе вот это как-то не проходили. Вообще, где это можно прочитать? Расскажите, пожалуйста. Найти как-то источники. Ну, вы можете... Сейчас в интернете очень много по этой теме, очень много опубликовано, в том числе и научных работ, очень многих авторов, в том числе, не только калмыцких авторов. Вы просто можете набрать «Уход калмыков из России» или «Уход Убаши-хана из России». Там увидите очень много ссылок на интересные, кстати, материалы. И все они интересны тем, что они абсолютно разные. И можно подчеркнуть очень много вот для себя там интересного. Не один, не два прочитайте 5-6, и у вас создастся общая картина произошедшего.
Спасибо большое. Очень интересно, правда. Я вот слушаю, которую передачу вашу. Спасибо Просто вам как большое. школьница. Надежда. Спасибо вам. Ага, слушайте нас и дальше. Спасибо Надежда. вам большое. Да, Надежда, спасибо вам. Спасибо. По поводу причин еще хотела сказать, что русское правительство хотело представителей ханского дома калмыцкого приравнять к русским дворянам. А наёнов-зайсангов калмыцких сделать государственными служащими. То есть это, естественно, айратская гордыня, гордость не могла это воспринять. Естественно, что были три причины. Первое – это принижение роли элиты калмыцкой. Второе – это попытки вмешательства в христианизации калмыцкого населения. И третье, косвенная причина – это уничтожение Джунгарии, освобождение, как калмыки думали, что там освободились места. Но так как это генетическая память звала на родину, в любом случае это своя родина, поэтому, наверное, все-таки стремились сюда в какой-то мере. И когда, вот интересный факт, когда я уже говорил о том, что основная территория ханства находилась на левом берегу Волги, да, в Северном Прикаспии, но очень многие кочевали по правому берегу Волги. Вот они и остались, не смогли. Хотя Убуш-хан не зря же планировал уход зимой. Лед, Волга во льду, и калмыки могли спокойно, те, кто на правом берегу, спокойно могли переправиться. Но, видимо, кто-то вмешался свыше, и в январе Волга разлилась. И 50 тысяч калмыков не смогли переправиться на левый берег Волги. И спустя какое-то время Екатерина начала делить рода и разбрасывать их в разные регионы, чтобы они не вздумали двинуться вслед за своими. Также вот мой род Теркнин, о котором я говорил, часть попала на Терек, часть Екатерина бросила на Дон. И там еще сохранилась, до сих пор сохранилась в Дубовском районе Ростовской области станица Иркетенская. Она еще существует. Это все основали калмыки. Ваши предки. Да. И очень много. Там целый... В Ростовской области был целый... До войны был целый... Назывался Калмыцкий район Донской области. Территория была обширная. Туда входили земли нынешних 3 районов в Ростовской области. Давайте вернемся к Убуш-хану. У меня почему вопрос возник, потому что в листе я когда увидела памятник тоже, я помню, у кого-то спросила, они сказали, у нас очень к нему неоднозначное отношение. Он увел народ, прекрасно зная, что очень много народу умрет по дороге. Насколько это правильно, такая версия? Нет, вот я же цитировал, не думаю, что они думали, что очень много народу умрет по дороге, потому что, посмотрите, они были уверены, что они пройдут через все степи, не встречая никакого сопротивления, что они войдут в Джунгарию, где цинских войск не осталось, и что они могут легко уничтожить те гарнизоны, которые еще там находились. То есть они предполагали сравнительно нетрудный переход. Главное было для них оторваться от русских войск. Да, правительственных войск. А у кого-то по пути, они, вот из цитаты видно, что они никого не считали противниками. Но они не могли предугадать, что обозы могут растянуться. Это же 200 тысяч человек со скотом и прочее. То есть, конечно, если смотреть с точки зрения с буддийской, то эту карму должны были отработать по-любому. Как один мой знакомый сказал, если бы не было бы ухода, то была бы какая-то широкомасштабная война с Россией, и в любом случае погибло бы столько же. Что-то бы все равно произошло. Почему? Потому что карма, она всегда должна быть отработана. И поэтому с точки зрения буддийской кого-то осуждать, да, по своей личной карме Убуш-хан родился в то время, в том месте, чтобы эту карму отработать. Мы с вами не родились тогда, потому что у нас другая карма, допустим. Да, он родился и должен был это сделать. Наверное, так. Вообще, все, что связано с историей калмыков, это все связано с буддизмом. То, что пришли на Каспий, на Северный Каспий, да, в тот регион, ведь калмыки первые привнесли буддизм в Европу, фактически. Да.
Далее, после этого калмыки первые построили буддийские храмы в Югославии после гражданской войны, затем в Америке. И хотя там были и представители Тхеравады, то есть Юго-Восточной Азии, да, уже до калмыков, тем не менее наиболее активно калмыцкие буддийские ламы сыграли в Америке. Вот этот Роберт Турман, ученик Далай-ламы, Берзин, да, вот эти знаменитые. Вот Роберт Турман, отец Умы Турман, актрисы. Они ведь первые ученики калмыцкого ламы Гишевангела, да? Да. Который переехал туда, в Америку. И только потом они поехали учиться к Далай-ламе. Вот, наверное, миссия у калмыков была такая, и они свою миссию выполнили. Кстати, в сутре одно из предсказаний Будды Кашьяпы, это предшественник Будды Шакьямуни, в котором он говорит, что на берегах Каспия, по одной из версий Каспийское море названо в честь Будды Кашьяпы, будут обитать мои последователи, воины-кочевники. Это было несколько тысяч лет назад. То есть не было еще айратов, калмыков, а уже было такое. И то, что пошли туда, это карма. Это должно было произойти. И то, что ушли оттуда. И, возможно, они шли поближе туда, опять возвращаясь на родину, чтобы поближе к Тибету, к центру буддизма того времени. Все, что связано, еще раз говорю, может кто-то спорит, кто-то нет, но если кто-то будет вдаваться в историю глубоко и знать хотя бы на каком-то уровне буддийское учение, они все вот эти связи увидят очень легко. Когда вы рассказывали об уходе, вы упомянули о том, что казахи помогали, получается, мешали уходить калмыкам, да, нападали вот на тех, кто уходил. А почему казахи так поступили? Или казахские ханы? Это в их интересах было. Извечный враг калмыки, калмак, ненавистный калмак, извечный враг. Почему бы не попытаться? Там же вот у этого русского историка сказано же, что калмыки не видели кого-то соперником по пути, да? Они считали, что казахи просто испугаются. Но казахи, увидев, что калмыки совсем слабые, почему бы им не поживиться за этот счет? Это извечные враги, это нормально. Я, кстати, с одним казахом там разговаривал, вот он говорит, вот вы там интересы России защищали, там этого колонизатора. Я говорю, а вы когда вместе с русскими войсками нападали на калмыков уходящих, вы что делали? Это были наши интересы. А я говорю, а когда мы за Россию воевали, это разве не могли быть нашими интересами, да? То есть каждый видит свои интересы, оправдывает себя, но не видит интересы других. Я вижу эти интересы, я видел интересы этих казахов, которые нападали на калмыков. Это у них был свой интерес. У нас были свои интересы. Наверное, они вместе... Вот кто-то из казахов, допустим, сейчас ругает Россию, а что же вы, говорю, тогда с российскими войсками вместе нападали? Был интерес, ну и все, и у нас был свой интерес когда-то вместе с Россией, там, допустим, когда калмыцкое ханство было. Ведь вот казахский хан Нурали очень активно... Он сначала шел на соединение с русскими войсками, потом шел на калмыков. Вы, еще раз напомню, наш прямой эфир идет прямой эфир. Вы можете позвонить по телефону 588-300, задать свои вопросы нашему гостю из Калмыкии, блогер, журналист Ларин Аранович Илишкин. Ларин, давайте еще раз эти ужасающие цифры напомню. Около 200 тысяч калмыков, да? По разным данным, 200-250. Да. А получается, осталось сколько вот на Поволжье? На Волге, по разным данным, где-то 1050 осталось на тот момент. До Джунгарии дошло 70 тысяч. Да, ужасные цифры. И какая была судьба, ну вот вы частично уже рассказали о судьбе тех, кто остался по Волжье, да, вот вы говорите, Россия или по разным местам ваших предков отправили на Дон. Какова была судьба тех, кто дошел все-таки до исторической родины? Их расселили друг от друга, сейчас они живут где-то 800 тысяч километров, да, по разным группам, по 30 тысяч человек там. Или район, там, Баянгол, по всему Синьцзяню. В Урумчи живут многие.
И умудрялись и там между собой воевать. Айраты уже там. Да, уже в Синьцзяне под китайцами, под маньчжурами, там, говорят, стычки были между оставшимися джунгарами, алетами, и пришедшими тургудами были стычки. Вот маньчжурский император их расселил, чтобы они там друг друга, во-первых, чтобы не объединиться не смогли, и, во-вторых, чтобы друг друга там не убивали. Поступил, видимо, звонок, да? Алло, добрый день. Я хотел бы задать вопрос. Вот Джунгарское ханство распалось в 1696 году. Еще раз повторите, какое ханство распалось? Джунгарское ханство. Джунгарское ханство распалось? В 1696 году. Угу. Джунгарское ханство было уничтожено в 1758 году в начале, когда маньчжуры-китайцы вырезали почти все население. Все население. Это 16 век. Это 17 век. Это 17 век, 1758 год. Начало. Многие ушли в то время. Я знаю, что многие ушли в то время в Калмыкию и ушли в Забайкалье. Да, вот хангодары ваши. И харануты тоже там есть. Харануты, возможно, да. Саин хан был. Саин хан был тогда. Приматы ханы, харануты, хартукты, да. Вот. Они же вот в 15 веке в конце ушли в Забайкалье. Ну, миграции происходили постоянно. И знаете, в результате я слышал, что в результате междуусобных рясп среди айратов из Джунгарии выходили в Забайкалье, тоже айраты уходили и селились, вот потом стали бурятами. И после уничтожения ханства джунгарского тоже туда переселялись. Это было несколько волн, это не одна волна была. Но Джунгар хан-то это, он же примерно в 96-м году умер. Кто? Кто умер? Джунгар хан. Кто такой Джунгар хан? Подождите, не Джунгар хан, я сейчас помню, подождите. Амурсана вы хотите сказать? Последний джунгарский князь был Амурсана. В 1757 году он умер. В Тобольске. В 1757 году. Не. Вы какой вопрос? Вот направили это Китая миллионную армию. Ваш вопрос в чем? Будьте добры, задайте ваш вопрос. Я вопрос хочу задать вот в это время. Когда родили, но Джунгария существовал до 50-го там, года. Я понял, вы говорите о Галдан Башакту, но тогда но Джунгария не была тогда же уничтожена. Не было уничтожена, но он погиб. Он окруженный маньчжуро-китайцами, отравился, чтобы не сдаться в плен. Ну, не отравился, он был ранен. Да. Он отравился, по разным данным, чтобы не сдаваться в плен. Но Джунгария это не была уничтожена к тому времени. Но после чего-то отток был. Да, был отток, потому что Галдан Башакту отступал. Он отступал на тот момент и но Джунгария тогда не была взята, кое-кто. Ну, я же говорю, что было несколько волн, и в результате вот этих боевых действий, в результате междоусобиц между айратскими племенами тоже был какой-то отток в сторону Забайкалья. Я хотел это. Это несколько волн было. Поэтому мы не можем говорить сейчас, откуда появились хангодары. То ли они появились в результате после поражения Галдан Башакту, то ли они в результате междуусобных расприй, то ли они после Джунгарии, после уничтожения Джунгарии пришли. Ну, я не думаю, сейчас какая-то большая разница в этом есть, да? Самое главное, факт установлен, что это потомки айратов. Вот это самое главное. Видите, я знаю, что я не хангодар, я ханут. Я жил у Алтайских гор. Там есть гора Бухуму. Но это историческая прародина айратов вообще. Алтайские горы. Мои предки там жили. Да. А сейчас ваш род... Я очень хорошо не знаю, но знаю, что предки там жили
Там и наши тотем вроде бы это Бургутон. А где сейчас ваш род живет, Харнут? Бурятия. К какому племени сейчас относится ваш род Харанут? Ну, видите, по подкрепе эти булгатовские, а мы булгатов не относим, Харнуты. А к кому вы относитесь? Мы относимся вот этим халхамонголам. К халхамонголам, понятно. Угу. Спасибо вам. Спасибо. У вас есть еще вопросы? Если нет, мы продолжим нашу передачу с вашим. Ладно, давайте. Спасибо вам большое, спасибо за звонок. Итак, Ларин Аранович, как видите, вот такие вот отклики интересные у наших слушателей. Еще один звонок, извините, пожалуйста. Алло, мы вас слушаем. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте, Ларин Аранович. Я вас очень уважаю, что очень вы образованный человек. И у меня вот такой вопрос. Выключите у себя радио, пожалуйста, а то очень эхо идет. Радио у себя выключите. Все, спасибо. И у меня вот, я знаю, что вот калмыцкий народ находится вот в центре России, среди других народностей, среди мусульман, среди православных и так далее. Вот, может, это и не к теме, но во время второй чеченской кампании я очень внимательно смотрел, беспокоился о тех братьях-буддистах, потому что вот были, никому не секреты, вылазки, значит, в сторону Дагестана, значит, Ингушетии и так далее. Вот. Боевики чеченские не давали покоя. Вот насчет калмыков, таких вылазок в сторону Калмыкии. Это чем связано, вот, может, уважает калмыков как воинствующий народ, который умеет защищать свои земли, свой род. Вот у меня спасибо большое. Спасибо. Ну, это тоже имеет место быть. Все прекрасно знают калмыков, знают, что всегда ответ будет по-любому. Но тут дело еще в другом. Тут калмыки сами к чеченцам во время войны относились очень хорошо. И многие чеченцы это помнят. Допустим, никто не проверял документы на территории Калмыкии у чеченцев. Особенно в первую чеченскую кампанию очень с состраданием относились. Даже это чеченцы тоже помнят, многих прописывали у себя. В том числе и наша семья одну чеченскую семью прописала на тот момент, потому что им без прописки в России вообще делать нечего было. Даже мне чеченцы говорили, так, проезжаешь через Калмыкию вот, во время войны, там, узнаешь, что чеченцы там кофе наливали, там, бесплатно или еще что-то, да. Кстати, они в ответ тоже сейчас делали, там, допустим, наши в Грозный едут по делам, там еще, там, узнают, что калмык, кофе бесплатно, допустим. Ну, не слышали, что калмыки вот так относились. И даже взять наших полицейских, которые были прикомандированы в Чечне, тут мне сами чеченцы рассказывали, когда видели на блокпосту калмыцкий флаг, то есть там происходили ротации, они сами говорили, что все в автобусе вздыхали с обычаем, а это калмыки, сейчас они грубить не будут, сильно шмонать не будут, да, то есть с большим уважением. Поэтому и к нам они также, потому что они видели, что мы к ним не испытываем никакой агрессии и прочее. Но они, естественно, знали, что зачем им плевать в колодец, из которого они пьют вообще. Очень многие у нас войну переждали в Калмыкии. И я думаю, и сейчас всем известно, что в Калмыкии мы всегда всем рады, но никому не позволено садиться нам на голову. Это все прекрасно знают. Поэтому у нас тихо, спокойно. Ну, я знаю, что герой... Алло. Ага, я знаю, что вот даже есть между калмыками и чеченскими браки, да, герой России, генерал Ачиров, женат на чеченской девушке, женщине. Да нет, понял. Нет. Нет, не чеченка. У вас есть еще вопросы? Нет, да? У меня я отношусь к роду Булгат. Вот есть ли в Калмыкии булгаты? Может, они Батуты есть, булгатов не слышал. Булгачины, они входили в Айратский союз. Булгачины когда-то ходили в древности в Айратский союз, один из первых, да? Это в 13 веке, да? Предки булагатов, да. А сейчас у современных калмыков там я не слышал, чтобы были булагаты.
Кстати, большой привет Булагату Олегу Игнатьевичу Булутову. Я Булагат, заслуженный учитель Республики Бурятия, Рамбал Сарнжапи. Очень приятно, очень приятно. Большое вам спасибо. Угу. Если вы позволите, мы продолжим эфир, или у вас будут еще вопросы? Ага. Итак, мы продолжаем наш эфир. Ларри Наранович, очень стало много поступать звонков. К сожалению, у нас идет к концу наша передача. Но давайте мы продолжим с того места, когда нас прервали. Ну, я хочу по поводу браков. Только что человек сказал. Ну, это неизбежно, когда живут рядом, какие-то браки есть, да. И, кстати, недавно было воспоминание такое, где-то я читал, воспоминание одного адыга, они сейчас живут в Адыгее, где Краснодарский край там, что еще вначале он был маленьким, у него за 100 лет уже было, он вспоминал, когда он был маленьким, еще до революции, калмыки приходили туда на Кубань воровать у них лошадей, представляете? Даже вот в это время еще было. Причем он, говорит, вспоминает, что из камышей такие стрелы летели в них. То есть даже тогда стрелами еще пользовались, то еще в начале 20 века. Естественно, и были браки, и вообще калмыки считали черкешина, к которым относятся кабардинцы, адыгейцы, самыми красивыми вообще женщинами. И у меня есть знакомый, у которого бабушка или прабабушка чеченка. Он сам выглядит как калмык, но брови у него такие не калмыцкие. Поэтому, живя в таком регионе, естественно, какие-то браки совместные были, есть и, наверное, будут. Не в ущерб друг другу. Угу. Так, давайте вернемся к тому месту, но по истории, по теме нашего эфира, да, вы говорите о том, что около 50 тысяч дошло до Джунгарии. Маньчжурский Китай расселил их 70 где-то. Около 70. Ой, извините, да, около 70 дошло, около 50 тысяч осталось на левом берегу Волги, да, в том числе ваши предки. Вот те, которые вернулись в Джунгарию, вы говорите, их расселили так, чтобы они не могли друг с другом опять соединяться, да, или воевать друг с другом? Да, ну, в основном, наверное, соединяться, потому что все-таки для маньчжура айраты были как-то самый такой неудобный соседом, с которым они провозились очень долго, и по мнению многих историков, именно айраты, сопротивление айратов не позволило маньчжурам продвинуться и далее на запад, да, и расширить свои территории. И вообще война с айратами 150-летняя ослабила маньчжур в экономическом плане. Они не могли дальше уже масштабно вести войны на любых направлениях. Ну, наверное, они уже не чувствовали такой большой опасности после прихода Угус-хана, потому что явно было, что потеряны мощь и сила. И вот Колчан, знаете, до слез доходит, когда видишь, когда Колчан в Пекинском музее, Колчан самого Угус-хана находится. Итак, Ларри Наранович, вот давайте завершим как бы вот сегодняшнюю нашу тему тем, что вот вернувшиеся в Джунгарию около 70 тысяч, да, людей, это вот предки тех, кто сейчас живет в Синьцзян-Уйгурском автономном округе Китая, да, возле Тибета, и немножко, во внутренней Монголии. Немножко их потомки живут вот в Булган-Самоне, Хофтаймака, Монголии. Угу. Это вот тургуды, переселившиеся. И хочу сказать такую вещь. Повторю, я, по-моему, однажды уже в передаче говорил. Была такая поговорка у тех калмыков, которые ушли в Синьцзянь, оказались вот в Китае. Сменили веревочную узду белого царя на железный намордник китайского императора. То есть то, что ущемление прав в России, допустим, было ничто в сравнении с тем, что все потеряли. Они все потеряли в Синьцзяне. Все буквально потеряли. Всякую самостоятельность и прочее. Они стали обыкновенными аристократами со своим каким-то небольшим улусом, пасли скот и прочее. То есть уже не влияли ни в никакой мере на какую политику.
И с гибелью, вообще, с исчезновением калмыцкого ханства окончательно монгольский мир уже потерял всякую независимость. Это была последняя монгольская автономия, которая пала. А вы бывали вот в Синьцзяй-Уйгурском автономном округе? Посещали в Китае соплеменников? Ни разу не посещал. И вот говорят, в Кукуноре наших очень много живет же хашуты. Но это вот те, которые ханство хашутское. У меня знакомый, бывший редактор газеты «Известия Калмыкии», случайно встретился в Лхасе, услышал калмыцкую речь. Вот это были пожилые хашуты, которые были вот там живут недалеко. Они приезжали в Лхасу и говорили на родном языке, вообще ничем не отличается. И, кстати, говорит, с нами был сопровождающий китаец из органов, видимо, который прекрасно знал тибетский, английский и русский. Но айрат калмыцкого он не знал. Поэтому, когда мы стали с хашутами общаться, он очень сильно, говорит, засуетился. Поэтому вот такие наши соплеменники живут. И по общим данным у нас меньше миллиона, но близко к тому, да, айратов примерно. И так распорядилось, как у нас горько шутят, когда население айратов приближается к миллиону, обязательно что-то случается. Но это когда мы вместе. И сейчас, может быть, карма так распорядилась, что мы живем вдали друг от друга, но при этом мы должны развиться, и когда-то наступит время, что мы снова объединимся. Ну, давайте продолжим эти цифры. Сколько сейчас айратов примерно живет в Китае? Примерно. По разным данным, я не знаю, но говорят, что там от 300 до 500 000 говорят, да, но я придерживаюсь цифры, вот с хашутами вместе с синьцзянцами, там, может быть, 3. Дело в том, что когда у китайцев был лимит, там можно было нас меньшинством рожать там 3 детей, да? Да. Но ведь говорили, что в Синьцзяне у многих, кто в юртах там кочуют, айраты, у них и больше детей было, поэтому, но они неучтенные. Поэтому точно говорить о какой-то цифре нельзя. Наверное, китайцы должны провести какую-то перепись. А в самой республике Монголия сейчас там примерно какова? Ой, нет, в Монголии, нынешней Монголии. Монголия не республика. Монголия вообще, официальное название только Монголия, не республика, ничего. Да, они очень сильно обижаются, когда вот... Значит, в Монголии, по разным данным, от 270 до 450 тысяч, так мне говорили в Монголии, да, потому что, в советское время многих айратов там халхами записывали, допустим, там часть каких-то аймаков отдали там по центральные районы, там, где жили айраты. Потом мне рассказывали такую вещь, что когда были переписи в советское время, монгол ленился ходить по этой пятиэтажке и записывал всех халхами, да, допустим, а там могли жить и представители и бурят, и айратов, и прочее. Поэтому точно сказать не могут, но сами вот айраты, которые мне говорили, от 270 тысяч до 500 000, до 450 тысяч где-то айратов, потомков айратов в Монголии живет. Прибавьте сюда 300 или 500 000 в Китае, там и 190 тысяч российских калмыков, про российских калмыков мы еще вернемся. Давайте вот назовем самых известных айратов, которые живут вот в Китае и в Монголии. Кроме Самандын Равхлан мы назвали, певец. Элбекдорж, бывший президент Монголии, да, он айрат, по-моему. Да, он из племени Захчин тургусского рода. Захчин — это такое же племя, как вот у нас бузавы, донские калмыки, которые образовались там лет 200, может, назад, может, меньше. То есть Захэ. Окраина. Украинцы монгольские. Да, украинцы монгольские. Захчины. Даже шутили как-то в Монголии. Это кто знает из монголов нашу историю, он говорит, я говорю, я бузав. А он говорит, это вот когда к другому там представляет, и говорит, это вот их калмыцкий захчин. Ага, интересно. Вот что-то такое, параллели такие проводят. Такие... знаменитый у них борец советского времени, тоже он, по-моему, Баид, там же еще племя Баид живет, которое тоже, оно новое, оно выделилось из старого племени айратского Дервит. И они живут только в Монголии, но они айраты считаются, а у нас-то их нету. Тем не менее, тот же, те песни, которые, слова для песен Жавхлана пишет, вот он Баид. И, кстати, вот этот...
мальчик знаменитый, который покорил Китай, да, с песней Ал Цацуга. Он же Баргут. Да. Ну, эта песня-то первый спел Жаухлан, а слова написал вот этот Баид. Понятно. Эта песня, да. Поэтому вот такие там есть очень много знаменитых. А вот знаменитых Айратов. Айрат, вот борец, который в советское время, в 70-е годы, или 80-е, не помню, он, помните, на тот момент советские самбисты вообще были недосягаемы. И 9-кратный чемпион мира, советский борец, собирался отметить юбилей, 10-ю победу. И вот этот монгольский борец, Баид, он не дал ему это сделать, он его выиграл. На тот момент это было, ну, что-то героическое. На тот момент у советского самбиста выиграть. И он выиграл. Знаменитый, как бы. Ну, вообще в Монголии не принято выискивать там айрат, бурят и прочие вот такие, да, с одной стороны, наверное, это правильно, они идут на объединение, но как бы, как это правильно выразиться, публично, наверное, не стоит, а вот в приятных беседах, конечно же, мы говорим на эту тему, там, кто есть кто, но публично лучше об этом не напоминать. Все равно они считают себя гражданами Монголии, и нормально и правильно это делают. Ну да, конечно, мне просто монгольский айрат тоже говорили, что Юмжагин Циденбал. Он дервит? Да, он был айратом. Да, хотя вот тувинцы говорят, что он тувинец, допустим, да, ну, тоже пусть говорят, потому что, ну, если каждый хочет быть сопричастным к монгольской истории, к общему монгольскому делу, это же хорошо. Ну, все. Мы возвращаемся теперь обратно в Россию. Как мы говорим в сегодняшней теме, там осталось около 50 тысяч калмыков, которые не ушли в Джунгарию. И вот именно они, получается, дали новую жизнь, да, новый виток истории там на берегах Волги. И в дальнейшем какая была их судьба? Как их наказало царское правительство? Или вот что, кроме того, что рассеяло по разным местам? Во-первых, все привилегии, все права были аннулированы. Во-вторых, к концу этого же года было упразднено Калмыцкое ханство. То есть калмыки были разделены между там, Астраханским попечительством, Большедербецкий улус, там еще какой-то. В общем, судьба, те калмыки, которые остались, они могли почувствовать, как резко падает величие. Когда ты можешь все в этом регионе, а потом ты резко уже не можешь ничего. После смерти Екатерины II Павел I, сын ее, может быть, кто-то его считает никчемным, но я, как калмык, его уважаю только за то, что он вернул почти все права и привилегии калмыкам. Как народу, как он пояснил, столько сделавшему для российского государства. Но, естественно, речь уже о восстановлении ханства уже не шло. И калмыки уже просто существовали в составе российского государства. То есть перестали быть, как скажем, самостоятельным субъектом политики. Они подчинялись астраханскому губернатору, да? Часть. А другая часть? Тургуды, допустим. Это вот параллели с Китаем, да? Китайцы разделили по этническому признаку. Там тургуд сюда, леты, джунгары сюда. Там. Также здесь тургуды подчиняются астраханскому попечительству, там, дюрвюды еще кому-то, там, Большедербецкий. Еще улус, еще Дербецкий улус поделили на две части. То есть Малодербецкий и Большедербецкий. В общем, еще раз говорю, то есть на этом, можно сказать, в какой-то мере калмыцкая история остановилась. То есть богатейшая история малочисленного, но очень смелого, отважного айратского народа резко забуксовала, так скажем. Да? То, что сделали... Но зато за 150 айраты сделали столько, что за 500 лет многомиллионные народы не могли сделать. В этом уникальность айратов в каком-то плане. И то, что принесли в буддизм в Европу и дали в Америку, это тоже какое-то предназначение у этого народа. Да? Я еще раз говорю, то, что самое главное, айраты
предотвратили раскол в буддизме, то, что айраты провозгласили и поддержали Далай-ламу, и фактически благодаря айратам Далай-лама лидер всех буддистов, это уже говорит о чем-то, да, о многом говорит. И о том, что айраты не предали свою веру, они приняли эту передовую религию, да, основанную не на вере. Вы знаете, что в буддизме отрицается слепая вера. Эта вера основана на знаниях. Еще один звонок поступил к нам в студию. Алло, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Это Бурят ФМ, да? Да, это Бурят ФМ, прямой эфир, слушаем вас. Я хотел калмыка вопрос задать. Да, Ларин Аранович его зовут. Аранович, так. Такой вопрос у меня будет. Это в 57-м году, 1900, конечно, это в Забайкальском крае, в Моготском районе, после ссылки жили калмыки, Сахар-Сибирь. Угу. Потом образовались, они уехали в 58 году. Тебе Калмыкию. Угу. Вот хотелось бы узнать, они откуда оказались в Забайкальском крае, в ссылке. Угу. Вас интересует... Да, вас интересует, каким образом калмыки после ссылки оказались в Забайкальском крае, правильно? Село Сахар-Сибирь, где-то 57-58 год. Угу. Угу. Потом они, это когда вышло в образовании республики, вот Моготе там подали состав, калмыки все на бурятке женаты были, там эти, ни один не остался. Угу. Кота забрали, все, и уехали. Угу. По 3 суток все собрались. Угу. Понятно. И состав подали на станции. Угу. Вот такой случай был. Угу. Вот они откуда как оказались, потом спросите у него, Угу. Он слушает, сейчас я ответит. не знаю, я это молодой был, все-таки не знал, что они эти сильные были. Угу. Я тогда подростком, но напомню хорошо. Угу. На ваш вопрос отвечает. В основном были молодежь. Стариков не было, потому что они все, говорили, умерли, на севере где-то там были. Угу. У меня все, вопросов нет. Угу. Отвечает. Спасибо за вопрос. Значит, да, действительно, очень много в первые дни, особенно первые месяцы, очень много умерло. Естественно, это были в основном старики. Почему? Потому что начало депортации было 27 декабря, в самую стужу, и везли в Сибирь в скотских вагонах, где женщины не могли в туалет сходить при мужчинах, тогда это так было. И умирали многие тоже. И когда прибыли... И мы считаем, что вот я недавно даже об этом говорил, что одни из самых счастливых, кто оказался самых таких удачливых из калмыков, выселенных в Сибирь, оказались те, кто попал к бурятам, в Бурятию, да, к своим единокровным братьям. А то, что они уехали, ну, естественно, все хотели домой. И находясь в ссылке 13 лет, как бы красиво здесь не было в Бурятии, какой бы замечательный наш братский народ не был бы, но домой-то хочется, и, естественно, все уехали. И спасибо тем бурятам, которые поддержали вот наших калмыков. И их было, кстати, совсем немного таких счастливчиков, которые попали в Бурятию. В основном попадали, ведь калмыки единственные из депортированных народов, которых выселили не компактно, как других, вот чеченцев, там, ингушей, крымских татар и прочие, их выселяли компактно в районы Казахстана и Средней Азии. Калмыков выселили от Урала до Сахалина, с запада на восток, и от Таджикистана, от Киргизии до вот Северного Ледовитого океана, с юга на север. То есть маленький народ, чуть больше 100 тысяч, распылили фактически, ну, бросив на уничтожение. Но, тем не менее, вот, кстати, выжили, выстояли и не сломались. Угу. Спасибо, Ларин Аранович, за такой прекрасный ответ. Но мы все-таки вернемся. Сегодня много вопросов, видите, к вам поступает, видимо, все-таки как представителю нашего братского народа, да, не только по теме, но тоже можно наших слушателей понять. Мы сегодня завершаем эту тему тем, что, как вы говорите, закончилась история калмыцкого ханства. Но я думаю, что это все равно не закончилась история нашего братского калмыцкого народа. Они все-таки сумели сохранить свой язык, свою культуру в таких очень
тяжелых условиях, когда они постоянно вынуждены были воевать в окружении народов с другой культурой, с другой религией, да, и они сохранили свои прекрасные, и пишут до сих пор прекрасные песни, и я вот хотела бы, чтобы он не на такой ноте у нас завершился наш сегодняшний эфир. Я предлагаю послушать песню в исполнении прекрасной девушки Аргаева Эрвена. Аргаева Эрвена. Горян Баба песня называется. Горян Баба. Во время этой песни к нам поступил звонок в прямом эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Я бы хотел, во-первых, спасибо большое, что вы посетили Владимир Иванович, хочу сказать. Спасибо большое, что вы приехали на историческую свою родину. Это огромное для нас. Спасибо, плюс. спасибо. Спасибо большое. Гостеприимные Бурятии все равно у нас, как бы, мы очень рады вам всегда. И вопрос такого рода. Вот источник вашей информации откуда черпает? Скажите, пожалуйста. Ну, таких источников много таких. Мы же сейчас вот, я уже говорил об истории, очерки истории Калмыцкой ССР, очень хорошая книга, Калмыки, хорошая книга. Сейчас очень много источников открывается в Калмыцком научно-исследовательском институте, там в архивах, да, в библиотеках. Переводится с Тодо-Бичик, сейчас со старокалмыцкой письменности очень много, да, тех фактов, о которых мы не знаем. Где-то получаем из других источников. Допустим, можно интересные книжки почитать наших соседей, допустим, вот бывшего министра культуры Чечни, который он книгу свою «Войнахи» написал, допустим, там много очень про калмыков, там немало написано. Допустим, 4-томник генерала Потта «Кавказская война», там вот как раз о боевых действиях калмыков очень много написано. Причем это не художественная литература, это реальные исторические факты. Про зрителей военное прошлое наших калмык. Очень много такой литературы. То есть в те времена они, то есть, тоже на защиту стали вместе в оборону с казаками, не казаками, а с казаками, да? Калмыки. С донскими казаками. Донские казаки, я уже как-то говорил об этом, донские казаки очень сильно были заинтересованы в военной силе калмыков, поэтому всячески стимулировали их для того, чтобы они оставались на Дону и принимали в казачество. Я уже говорил, что калмыки имели право в 2 раза больше земли иметь, чем русский казак. И 13 станиц на Дону было чисто калмыцкими, в том числе и мой род, Илишкиных тоже оттуда идет. Это станица Иловайская, по-калмыцки Зюнгар называлась.
Ясно, спасибо. Скажите, пожалуйста, а вам неизвестно, что откуда происходило баргуты, племя? Баргуты? Да. Нет, я так далеко в древность не углублялся, честно. Тем не менее, спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо, что очень хорошо, что вы приехали к нам. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо, что поступают к нам звонки. Но, к сожалению, мы завершаем наш сегодняшний эфир. Мы сегодня дольше, чем обычно, разбирали тему. Тема одна из самых трагических в истории нашего братского народа. Тема их возвращения с Поволжья в Западную Монголию по тем временам. И я хотела бы предупредить наших слушателей, что в следующий раз с Ларией Нарановичем Илишкиным мы встретимся послезавтра. Это 31 мая. Это будет День закаменских бурят. Это хангодары тоже, которые живут в Закаменском районе. Для Ларии Нарановича тоже это очень интересно, что у нас радио каждый день на разном диалекте. Он встречается, знакомится с представителями разных бурятских племен. Лария Наранович, давайте вы скажете нашим слушателям, о чем вы будете рассказывать в следующий раз. По хронологии у нас идет, наверное, уже Первая Отечественная война, да, 812 года, участие калмыков. Ну да, тема тоже интересная, поскольку калмыки, хотя и остались без своей автономии фактически, но все-таки продолжали воевать уже в составе русских войск. И в той же войне 812-14 годов принимало участие 3 калмыцких полка. И самый интересный факт, который, наверное, многие уже знают, что именно первыми в Париж вошли калмыки, за что и получили медали памятные за взятие Парижа. Но об этом в следующий раз. И как они входили, это тоже интересно. Угу. Еще раз напоминаю, 31 мая 15:45 Захамина Удыр, Хангодырнут будет здесь у нас Лария Наранович Илишкин. Вы можете также задавать ему вопросы. Напоминаю, что сейчас прямой эфир пройдет. Его запись будет доступна вскоре на YouTube-канале Бурят ФМ. Зе мане Бурят ФМ радио Шахнукшет. Мане эфир Дурова. Майын гушыныгы да буде узухапте и на студии, да хонгодыры удырты, где Лария Наранович да хени хурганы бде, да хин узатра байырты. Барыл джанау.